Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Реализация государственной и национальной политики в субъектах Российской Федерации. Такова тема обучающего семинара в рамках проекта, организованного МГУ имени Ломоносова в дальневосточных регионах страны. Первый этап проекта стартовал в конце прошлого года. Участниками семинаров уже стали более 2500 специалистов в области межнациональных отношений. Какова роль институтов гражданского общества в системе межнациональных отношений? Об этом мы поговорим сегодня с гостем нашей студии. Это доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой регионального и муниципального управления факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Владимир Кошкитько. Владимир Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, первый вопрос. Какие стратегические документы уже приняты в Российской Федерации по реализации государственной и национальной политики? Стратегические документы, в рамках которых эта политика реализуется, они фактически начали формироваться еще с середины 90-х годов. Сначала была концепция 96-го года, которая в тех реалиях предусматривала одни факторы, которые необходимо разрешить в ходе реализации национальной политики. Далее, с начала 2000-х годов ситуация реально изменилась. Была проанализированы результаты выполнения той стратегии, которая базировалась на концепции 1996 года. И в 2012 году была принята новая концепция развития реализации национальной политики в нашей стране. Но время идет, сейчас ситуация опять изменилась, и пришли к выводу о необходимости совершенствовать тот процесс, который был заложен в стратегии 2012 года. И в первую очередь внимание обращаются на такие вопросы, как мониторинг реализации этой стратегии 2012 года, то есть анализ тех результатов, которые были достигнуты в ходе реализации. И, естественно, появятся новые факторы, которые необходимо решать. Например, решать проблемы миграции, распределения этого миграционного потока, налаживания, скажем, отношений между приехавшими в нашу страну представителями других государств, выстраивать взаимоотношения с местным населением, с учетом их каких-то традиций, и традиций, конечно, тех регионов, куда они прибыли. Это очень важный вопрос, и в силу того, что эта национальная политика требует, скажем, организации особой системы управления, было создано Федеральное агентство по делам национальности в 2015 году, которое приступило как раз к процессу формирования и подразделений, структур, которые будут заниматься национальной политикой, реализацией национальной политики в регионах. Собственно, этому и посвящена наша деятельность в различных субъектах и федеральных округах по обучению региональных служащих, которые занимаются проблемами. Тем более, что регионы у нас очень различны, их конфессиональный состав тоже различен, существуют определенные традиции в разных регионах взаимоотношений между, скажем, представителей различных этносов. И поэтому, естественно, система управления в каждом регионе, она своя. Если говорить о реализации стратегии государственной и национальной политики именно в регионах Российской Федерации, то какую оценку бы вы могли дать? Процесс, он, скажем, текущий такой процесс, происходят различные изменения. То есть мы должны ориентироваться в первую очередь на те позитивные результаты, которые достигнуты, причем в разных регионах, и изучать лучшие практики регионов как раз по реализации национальной политики. С этой точки зрения для меня, например, представляет, когда я анализирую деятельность этих структур региональных, это я занимался и в Центральном федеральном округе, Уральском, Дальневосточном, Приволжском. Дальневосточный федеральный округ отличается в лучшую сторону. Это в первую очередь потому, что сама жизнь, собственно, заставляет местные региональные структуры выстраивать, скажем, такие позитивные отношения в силу многонационального состава, многонационального состава проживающих на территории. Во всяком случае, даже по предварительной статистике, в каждом из субъектов Дальневосточного округа проживает более 100 национальностей, если в общем так.
каких-то больше, в каких-то меньше, но тем не менее это так. И поэтому, естественно, опыт дальневосточных, скажем, управленцев регионального уровня, ну, на мой взгляд, позитивен. Вот, на мой взгляд, позитивен, потому что видна динамика. Вот, пускай изменяются структуры, которые этим занимаются, вот, изменяются в лучшую сторону, исходя из сложившихся условий. Постоянно, что вот интересно для Дальневосточного округа, существует масса общественных структур, которые включены в этот процесс. Вот я бы отметил как раз Республику Саха-Якутия, где вот Дом дружбы существует, да, такой же Дом дружбы, кстати, в Хабаровском крае, так и называется. И на базе этого Дома дружбы производится очень такая позитивная работа, разработаны, скажем, методические рекомендации для служащих, которые занимаются этой политикой, которые, собственно, расписывают, как им действовать в различных ситуациях. Опять же, вот, кстати, в Якутии это единственный, по-моему, регион, где создана система этнологической экспертизы. Вот, то есть, ну, на мой взгляд, очень позитивные результаты, и оценивать нужно именно лучшее, что в этом направлении происходит. Ну, а если говорить о ключевых моментах, то какие ключевые моменты отражены именно в стратегии национальной политики до 2025 года? Ну, в первую очередь, как я уже сказал, стратегия, она меняется. И поэтому, опять же, обращено внимание, как я уже сказал, на именно анализ стратегии, на мониторинг стратегии. Ну, появляются некоторые и новые моменты, которые связаны, допустим, с экономической экспертизой состояния того или иного региона, анализом, скажем, отношений между различными этносами в регионе. То есть, в общем, все это уже детализируется именно вот в этом направлении, то есть постоянно совершенствование необходимо вот этого процесса. И да, еще контроль. Контроль, конечно, за деятельностью вот этих структур, которые, в общем-то, вот этот момент очень важный, да, потому что, чтобы в нужный момент поправить как бы их деятельность. И еще один очень важный момент – это включение местных сообществ вот в этот процесс. Вот, деятельность конституционных совещательных органов, которые в большом количестве имеются во всех регионах, причем совершенно различного содержания, причем которые вносят, ну, большой вклад именно в дело корректировки вот этой политики уже региональными властями. Ну вот вы как раз упомянули про общественников и государственная власть. Как им нужно, на ваш взгляд, взаимодействовать, какие ключевые моменты соприкосновения должны быть, чтобы вот эта стратегия, реализация стратегии была, ну, наиболее успешной? Ну, вы знаете, тут я бы обратил внимание, потому что сложившиеся этнические и общественные объединения, которые постоянно, скажем, на постоянной основе всегда функционирует, что характерно для Дальневосточного округа, это один момент, потому что тут ясно, что нужно популяризировать, так сказать, и сохранение языка, культуры. Вот, кстати, вот в Якутии я тоже, я вот день в Якутии, но уже много увидел, и что вот в республике именно приложено максимум усилий к сохранению вот, идентичности, национальной идентичности. И это, понимаете, так ненавязчиво, так дружелюбно все происходит. Ну, на меня, конечно, произвело очень позитивное впечатление. Это один момент. А второй момент – это миграция. Вот эти проблемы, которые иногда возникают в взаимоотношениях между мигрантами и коренными жителями, их, на мой взгляд, кстати, эти вопросы задают очень часто на семинарах, как быть, вот, когда складывается такая ситуация. Но у нас единственная, наверное, практика существует обязательно. Мигранты ведь тоже люди, не то что, они организованные люди, у них есть лидеры. Вот, то есть, которые каким-то образом их аккумулируют вокруг себя, обязательно есть. Ну, в общем-то, нужно как-то договариваться с лидерами вот этих, скажем, мигрантских сообществ, которые находятся. Кстати, вот именно выявление вот этих лидеров и установление с них хороших взаимоотношений дают очень позитивный результат. Вот такое сообщество «Алмаз», например, в Рязанской области существует. Там, в общем-то, объединено узбекское, кстати, сообщество мигрантов, вот, которое, скажем, благодаря вот таким активным лидерам этого сообщества и взаимодействию его с властями на территории региона,
с муниципальными, в первую очередь, городскими властями, они обеспечили очень такой тесный симбиоз и сотрудничество, взаимное сотрудничество. Началось это с фотографий, скажем, публикования фотографий там, о деятельности мигрантов, представителей узбекского вот этого сообщества, как они адаптируются в жизнь. Соответственно, вот это получается как бы взаимный интерес и у местных жителей к мигрантам. Как они чувствуют себя на их земле. Как они здесь чувствуют, вот, и как чувствуют, их тоже нужно привлекать же к той культуре. Раз они сюда приехали, они же должны адаптироваться. Вот, к тем традициям. И поэтому вот это, на мой взгляд, вот самый важный момент установления таких контактов, скажем, ну, дружественных, открытых, таких откровенных, вот, которые дают возможность наладить в дальнейшем вообще сотрудничество. Вот. Наша страна очень многонациональна, около 150 национальностей, 48 этнических групп. Какие основные направления развития вот в таком огромном количестве межнациональных отношений, с такой обширной палитрой вы бы могли, ну, скажем так, отметить? Ну, самое главное направление, наверное, вот, на мой взгляд, я убежденный сторонник того, что нужно обязательно сохранять национальную идентичность каждого этноса, каждой национальности, поддерживать развитие культуры, языка, то есть сохранять их, ну и, естественно, выстраивать взаимно такие отношения позитивные между представителями различного этноса, ко всем относиться как бы одинаково. Вот, потому что каждый достойно заслуживает, чтобы, в общем-то, его культура и язык, они поддерживались не только их сообществом, но и государством, мне кажется. Ну и в завершении нашей беседы, может быть, какие-нибудь пожелания жителям нашей республики, нашим телезрителям? У меня после одного дня пребывания в Якутии только позитивные, скажем, впечатления. Я думаю, я еще буду тут 2 дня, я думаю, еще, в общем-то, подчеркну много всего и узнаю много всего интересного. Я бы вам пожелал, в общем-то, не сбавлять темпов в этом отношении, вот, чтобы все продолжалось вот в этом, только развивать. Я чувствую, что к этому, в общем-то, стремятся и местные жители, и, скажем, власть, я имею в виду. Владимир Григорьевич, я благодарю вас за беседу, желаю вам необычайно плодотворной работы на мероприятии, в котором вы принимаете участие, и пребывания в нашей республике. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью» о реализации государственной и национальной политики в субъектах Российской Федерации. Мы говорили сегодня с доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой регионального и муниципального управления факультета государственного управления МГУ Владимиром Кашкитько. До встречи в эфире!